Доброго вечера. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы поднимаем наиболее важные для страны и общества темы и беседуем с самыми интересными собеседниками. Сегодня у нас гость достаточно редкий ввиду расстояния, но не ввиду душевного расположения. Это российский адвокат Николай Полозов. Коля, привет. Здравствуй, Айдар. Ну, российский ты только по названию, потому что и по формальному статусу. А так ты, конечно, наш до мозга костей. И кто не знает, я напомню, что Николай защищал украинских моряков, всех крымских татар, практически известные дела и так далее. И сейчас продолжает то же самое делать. Моряки, слава богу, дома, но дела там продолжаются в Крыму. И всей этой работой занимается так или иначе Николай, как человек наиболее известный, наиболее знающий и наиболее сведущий в том, как иметь дело с русским, в кавычках, правосудием. Вот. Но первый вопрос. Вообще, как ты тут оказался? У нас же коронавирус. Ну, было непросто, потому что границы же были закрыты. Ты как Стамахин лесом полз? Нет, я официально приехал. Дело в том, что в начале июня российские власти, правительство разрешило россиянам покидать Россию, выезжать по ряду оснований. То есть это либо здоровье, либо семейные обстоятельства, там, на похороны и так далее. Мгм. Либо на обучение, либо по работе. И как раз я приехал по работе, потому что я защищаю сейчас Мустафу Джемилева, Рифата Чубарова, украинского политзаключенного Ивана Яцкина. И в связи с этой работой мне необходимо оказаться было в Киеве для того, чтобы ряд вопросов разрешить. И это, скажем так, позитивно повлияло на работу там, в России. И по этому основанию я выехал из России, но когда приехал сюда, столкнулся здесь совершенно с неприглядным лицом украинской бюрократии. В смысле? А дело в том, что когда я пересек границу, мне пограничники сказали установить приложение «Диев дома». Мгм. Это такое приложение, которое следит за карантинными мерами. Да, за карантинными мерами, и оно, скажем так, администрируется, я даже для себя узнал, новое министерство в Украине, оказывается, Министерство информационной трансформации. О, Господи, я не слышал, честно. Но Вот, сейчас так быстро правительство ну, меняется, вот так что и вот. министерство, да. И, в принципе, это такой электронный ошейник, потому что я должен соблюдать условия самоизоляции и обсервации. Был Видите, должен двухнедельное, в виде да? 2 недель, Мгм. да, это Мгм. было необходимо до 25 июня, пока не приняли новую постанову Кабмина. Мгм. По новой постанове, если иностранец приезжает, сдает здесь, в Украине, тест на коронавирус, и Мгм. этот тест показывает отрицательный результат, то никакой изоляции не нужно. Я приехал, сразу сдал этот тест, он показал отрицательный результат, то есть я не заразный, ничего такого, но в приложении этот тест и результаты нельзя отправить, нельзя, значит, каким-то А то есть образом... сообщить властям и держателям, ну, власти, Да, государству, да, сообщить да. о том, что ты прошел то есть выполнил постановление правительства, сообщить Невозможно. невозможно физически. Физически А там есть, невозможно. может быть, какой-то мейлик там отправить, я не Там знаю, есть там. служба поддержки. А ну вот туда и отправь. Да. С ними бесполезно разговаривать. Я вот с ними сегодня полдня я разговаривал, потому что они говорят, должны отправлять результаты клиника, где вы делали анализ. Вот. В клинике говорят, нет, нам не поступили протоколы, что мы должны это делать. То есть Мгм. по положительным мы обязаны сообщать, а по отрицательным не Ну там обязаны. же не прописано, кто обязан. Постановление Звоните, правительства. звоните в МОЗ. Мгм. Вот. Я позвонил в Министерство здравоохранения. Горячая линия не работает, то есть Мгм. дозвониться невозможно. Прекрасно. Вот. Но на сайте нашел телефон приемной министра. Ну, правильно, надо звонить министру. Позвонил в приемную министра. Они мне говорят, ну, мы понимаем ситуацию, позвоните в районный отдел полиции, который находится по месту, где вы должны проходить И самоизоляцию. им отнесите это анализы. Просто позвоните. А. Ну, я позвонил в районный отдел полиции, говорю, я такой-то, такой-то, приехал из-за границы, прошел, значит, все процедуры, как это предписано постановлением Кабмина. Вот, пожалуйста, я выхожу из режима самоизоляции, потому что выполнил все условия. И уставший полицейский сказал, ну, хорошо, и положил трубку. Ну все, значит, свободен. Свободен, да, формально свободен, но я не исключаю, что может быть ситуация, что давайте мы Полозову, значит, 17 тысяч гривен штрафа ему выпишем за то, что он 2 недели не сидит, потому что мы не читаем постановление правительства, а у нас есть диедома, которая не работает так, Сейчас как одну надо. секундочку. Я прошу на эту камеру сказать уважаемому правительству украинскому, что не надо препятствовать деятельности таким образом адвоката, и не надо штрафовать его на 17 тысяч гривен. Он соблюдает все ваши постановления, а недостатки приложения за небольшую сумму денег программистами исправляются очень быстро. Да? Сделайте так, чтобы он мог отправлять не только фотографии, где он находится, но
прохождении теста, в случае отрицательного результата, человек мог отправить одним кликом значит, эту фотографию с печатью этих анализов, и на этом как бы не быть уже потенциально виновным в чем-то, в чем он не виновен, согласно вашему же, уважаемое правительство Украины, постановлению. Дякую за увагу. Ну вот видишь, Ну, разберемся. я тебя защитил. Спасибо. Не, я спасибо, просто Эльдар. впервые хотел защитить адвоката, и у меня это как-то получилось. Вот, значит, ну ты же не просто так приехал, и рассказывай, зачем. Понятно, что это делает Джемилева, еще что-то еще, но все, вот к чему сейчас ты имеешь отношение, расскажи нашим зрителям, пусть вся Украина знает, тебя во всей Украине знают, и особенно Крым, особенно наши зрители на оккупированной территории. Кстати, я призываю всех звонить. У нас есть Viber, у нас есть Skype. Вы можете в любой момент времени позвонить с видео или позвонить по Viber без видео, просто голосом и задать свой вопрос любому нашему гостю. Сегодня это адвокат Николай Полозов. Звоните активно. Мы ждем ваших звонков. Если будут звонки, я так подниму палец. И Николай узнает, что нам идет звонок, и мы передам ему слово для ответа. Спасибо. Ну, что касается дел, то, конечно, после того, как Меджлис, как Рифат Чубаров заявил о том, что будет марш, это было, по-моему, зимой сказано, Да, это марш на февраль, Крым. что ли, да. В феврале, по-моему, было сказано. Российские власти восприняли это чрезвычайно близко к сердцу. Настолько чрезвычайно близко, что решили возобновить производство по всем спящим уголовным делам, которые были возбуждены в 2014-2015 году против Мустафы Джемилева, против Рифата Чубарова, против Ленура Ислямова. В один день в разных органах разные следователи возобновляют производство по разным делам. Вот я в такие совпадения не верю вообще. Слушай, ну они и на меня дело открыли вообще за непонятно когда. Нет, Да, ну, да. странно, что раньше не открыли, Ну, да, это странно, по их да. Но логике. нет, ну просто вот это в эту твою логику Да. укладывается. Ну, да, потому что АТР активно освещает действия Меджлиса в том числе, да, и, естественно, это все вызывает жуткую изжогу у российских силовиков. Ну хорошо. Ну, Я неплохо, доволен. я тоже так И считаю. тебе есть чем заняться. Да, и по этим делам я осуществляю защиту. По делу Мустафы Джемилева. Его обвиняют, я вкратце расскажу. Да, да, это кого в чем удивительное обвиняют. дело. Это его обвиняют там чуть ли там не как гангстера вообще, там террориста. Это, насколько я понимаю, 8-й процесс против Мустафы Джемилева со стороны советской, зачеркнуто, российской власти. Да, то есть на протяжении практически... Какой? Повтори еще раз. 8-й. Еще раз запоминаем. 8-й процесс против советского диссидента Мустафы Джемилева, первый из которых прошли еще в 60-х годах при советской власти, когда Андрей Сахаров ездил его защищать. И вот такое дежавю, что против того же человека, только во власти правопреемники советского ГУЛАГа сейчас продолжают вести дела. И эти статьи, номера статей против Джемилева, Чубарова и Ислямова из Русского кодекса уголовного сейчас на экране. Извини, что перебил, продолжай, пожалуйста. Вот. Мустафу Джемилева обвиняют в незаконном пересечении государственной границы России, которую они считают границей между Херсонской областью и Автономной Республикой Крым. Это когда был... 3 мая 2014 года, когда Мустафа Джемилев приехал, его встречали люди. Это дело расследовал ФСБ довольно долго. Они его в 2014 году возбудили, тянули до 2020 года. Оно было приостановлено, потом возбудили снова, возобновили. И вот сейчас завершили следствие и направили дело в суд. Но это же не все. Не все. Еще 2 обвинения касаются эпизодов 2013 года, то есть это до оккупации. Была история в Бахчисарае, когда случайно был застрелен человек из ружья. Это ружье принадлежало Мустафе Джемилеву. И российские власти посчитали, что он нарушил статью «Небрежно хранил оружие», что повлекло смерть другого человека, и незаконно хранил боеприпасы к нему. Боеприпасы, приобретенные в период с 1996 года по 2013, в нарушении российского закона об оружии. Ну, это сюр абсолютно. Да, Мустафа Джемилев проживает в Украине. По украинским законам он приобретает законное оружие, приобретает боеприпасы, а по российским законам Значит, это не в Советском берется. Союзе судили хотя бы за выдуманные преступления, но совершенные хотя бы в юрисдикции формальной Советского Союза. Да, здесь абсолютно. Но они ссылаются как? Они после начала оккупации приняли федеральный конституционный закон номер 6 и федеральный закон номер 91 о переходном периоде. Там они установили ретроспективное применение уголовного закона
по Это российским впервые в истории законам, человечества, да, такое? да, к территории Украины оккупированной. То есть многие дела, в том числе и дела по Хизбут Тахрир, и многие дела административные там по экстремизму и так далее, они касались событий, совершенных до начала оккупации. Ну, условно говоря, человек повесил картинку в Фейсбуке какую-то. По российским законам она там признана экстремистской, а она была повешена еще в 2010 или в 2012 году в Украине, не считалась экстремистской. Человека привлекают. И таким образом Мустафа Джемилев в статусе обвиняемого, дело уже передано в армянский городской суд. Я прошу прощения, может, могут подумать, что это в Армении, судя из сюрреалистически происходящих всех событий, но это город Армянское, Эрмени-Базар, это старинное название. Да, Да, на севере Крыма, на северо-западе Крыма. Вот, и уже было предварительно, идет с такими нарушениями, то есть они быстренько это дело сляпали, выбросили в суд, подписывал обвинительное заключение заместитель прокурора Республики Крым, как это называется, некий Сергей Булгаков, который даже в своем высоком положении должностном не знает российского уголовного процессуального закона, обязан был предоставить копию обвинительного, чтобы мы знали, в чем обвиняют Мустафу Джемилева. Ничего этого сделано не было. Ну, это такая мистика булгаковская. Да. И судья, которая рассматривает дело, сама вынуждена была копировать, чтобы, значит, передать и соблюсти норму закона, хоть какую-то. Вот. Второй кейс – это дело против Рифата Чубарова. Рифата Чубарова, председателя Меджлиса крымско-татарского народа, его обвиняют по делу 26 февраля. Ну, это митинг. Митинг. Да. Раньше по этому делу судили Ахтема Чайгоза, сейчас взялись за Рифата Чубарова. Обвиняют в том, что он организатор, так же, как и Ахтем Чайгоз, этого митинга. А Аксенов не хочет пройти обвиняемым? Он же туда свозил тетушек, там, русское единство. Нет, Аксенов свидетель по этому делу свидетель, был. да? Он был свидетелем. А так казалось, что участник тоже наравне, так сказать. Нет, они же как говорят, что Рифат Чубаров и Ахтем Чайгоз, они организаторы массовых беспорядков, а не митингов. Этот типа привел своих тетушек на мирные мероприятия. Да. У них двойные стандарты – это норма в условиях России, российской администрации и так далее. Еще обвинения в отношении Рифата Чубарова, они достаточно классические для крымских татар. По этим обвинениям ранее проходил Ильми Умеров. Это публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Я удивляюсь, еще меня по этой статье еще в 15 или в 14 году не посадили. Ну, все впереди. Я думаю, что они как бы зашли с козырей, а будут уже потом добавлять. По Рифату Чубарову интересная история. Следователь был один и тот же и в деле Мустафы Джемилева, и в деле Рифата Чубарова. По делу Мустафы Джемилева меня в дело допустили, а по делу Рифата Чубарова начали творить препоны различные. Зачем? Смысл-то какой? Я не Все равно знаю. же заочное дело. Но... Ну, не знаю, вот им захотелось. И у нас была, скажем так, достаточно длительная история с обжалованием отвода меня следователем от дела в Киевском районном суде Симферополя. Такое ощущение, что они с следствия и суд вошли в сговор и максимально тянули эту жалобу, потому что когда они рассмотрели мою жалобу, уже рассматривать жалобу не на что было, потому что следствие завершилось. Они тихо отправили дело в Верховный суд Крыма, тихо провели предварительное слушание. Почему тихо? Они не извещали ни Рифата Чубарова, ни меня. Даже на сайте суда они исключили его фамилию. То есть просто по номерам статей... Можно было догадаться. Я догадался, да, статья 212 «Массовые беспорядки», она довольно редкая. Ну, да. Что это как бы дело. То есть назначили какого-то адвоката ему и, естественно, нарушили грубо его права, потому что он выбрал конкретного защитника представлять его интересы, и они этого защитника отвели незаконно. И он был лишен возможности на стадии следствия там заявлять нужные ходатайства, которые он хотел, на стадии предварительного слушания. Все это, в таком беспределе. Третье дело, я его не веду, но этим делом занимается мое адвокатское объединение в Украине. Это дело Ленура Ислямова, которого обвиняют тоже по нескольким составам. Это диверсия. И связано это с блокадой Крыма, с электричеством и так далее. Это создание незаконного вооруженного формирования за пределами Российской Федерации. Это такая статья, она так называется. То есть речь идет, видимо, о батальоне имени Намана Челебиджихана. То есть Украина считает все нормально, да. Они нашли тут... А россиян корежит. Корежит. Вот. Да. И дополнительные обвинения касаются тоже публичных призывов к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Вот. Почему мы в Украине ведем это дело? В России ведет его, в оккупированном Крыму его ведет адвокат Алексей Ладин, потому что здесь необходимо произвести запросы в органы различные государственные,
Имел ли отношение Ильнур Ислямов к подрывам этих, столбов электрических и так далее? А российские адвокаты не могут из России направлять Ну, эти понятно. запросы, поэтому мы это будем делать. Это все для ИСПЧ готовить? Сначала для этого оккупационного Сначала мы судилища, да? проходим процедуры внутри, Потому что с Ну, ними, та- чтобы потом идти там уже результат дальше. понятен. Да, ну конечно. Но для того, чтобы обратиться в Европейский суд по правам человека, нужно пройти внутренние процедуры в оккупации, не в оккупации, неважно. Они должны быть пройдены. Еще вот есть мнение, а зачем вы занимаетесь вообще вот этими делами? Они же не сидят. Ну да. Там это все оккупация делает. Они могут накрутить что угодно, приговор известно какой. Но, честно скажу, Мустафа Джемилев, он четко задачу обозначил. То есть первое – это выявить всех причастных к нарушению прав человека. Да, задокументировать товарищей. Да, но обычно они же стараются в тишине сидеть, в темноте. Да, а здесь вытащить их на свет, это вот как в клоповнике включить свет, и они все начинают, значит, разбегаться. Ну даже аннексия, оккупация это закончится, а товарищи будут вспоминать эти прекрасные романтичные дни, когда они стряпали дело против легенды Крымстарского национального движения, всемирно известного диссидента. Ребята, я знаю, что вы нас смотрите очень внимательно. Давайте там почешите репу, продолжайте дальше в том же духе. Вы все, как говорится, записаны, товарищи. Оккупация временная у нас, а сроки у вас будут постоянные. Спасибо за внимание. Второй существенный момент заключается в том, что, давай честно говорить, проблематика Крыма на фоне вот последних событий с коронавирусом, на фоне как бы всех этих историй в Соединенных Штатах, на Западе, вот Black Lives Matter, вот это вот все. Это отходит на очень дальний план, и я, честно говоря, не вижу пока в украинской информационной политике со стороны государства какого-то форсирования вопроса Крыма. Да? Вот эти уголовные дела через призму личностей, таких как Мустафа Джемилев, они позволяют привлечь международное внимание, заставить привлечь это внимание к проблеме оккупации, к проблеме нарушения прав человека в Крыму, к проблеме того, что прошло уже 6 лет, и никаких позитивных шагов для разрешения этой ситуации так и не сделано. Поэтому мы, естественно, будем проходить там все эти процедуры, мы будем вытаскивать на белый свет все эти нарушения, говорить о них громко, публично, и в конечном счете в международных инстанциях будем добиваться справедливости, даже если российские суды вынесут там, не если, а когда, да, потому что мы знаем, какие будут приговоры, тут не надо быть, каким-то ясновидцем, чтобы понимать, что они это делают специально, чтобы вынести обвинительные приговоры. Почему это российским властям надо? Потому что у них задача очень простая. Они пытаются, опять-таки, воздействовать на Запад, воздействовать на мировое сообщество. Им важно зафиксировать факт оккупации, или, по крайней мере, чтобы о нем перестали говорить, снять санкции. Поэтому они берут лидеров, они придумывают вот эти, фабрикуют уголовные дела, а потом с этими судебными решениями побегут в ООН, побегут в ПАСЕ, будут говорить, а вот смотрите, Джемилев преступник, Ислямов преступник, а дайте нам воду. Да, то есть вот такой будет разговор. И, решения-то они эти вынесут. Вопрос только в том, что их основная задумка, она не получится. Да, я тоже так думаю, потому что уже многократно украинские власти разными устами говорят, что никакой воды не будет. Сегодня же повторили опять, что не думайте даже ни о чем таком, да. Кстати говоря, Кулеба, министр иностранных дел Украины, едет в Турцию, он тоже заявил сегодня, по-моему, да, сегодня, что он будет обсуждать репрессии против крымских татар в Крыму, в том числе и эти кейсы заочных репрессий. Это такая тоже гибридная форма, Конечно. да? Это экспортный такой вариант вот для того, о чем ты сейчас говоришь. Да? Но есть еще один существенный момент, о котором обязательно нужно сказать. На текущий момент в российских тюрьмах находится около 130 реально сидящих граждан Украины, политических заключенных. Подавляющее большинство из них крымские татары, это около 90 человек. И часть это украинцы этнические, часть русские, неважно. Да? То есть это те люди, которые являются политзеками. Одного из них защищаю я в Москве, это Иван Яцкин, которого обвиняют в госизмене, что он работал на СБУ, передавал из Крыма какие-то сведения СБУ и так далее. Его вывезли из Крыма в октябре, держат в Лефортово до сих пор. Причем условия содержания из-за коронавируса сейчас очень жесткие. То есть никаких передатчик, никаких посылок. А ты даже его не видел? То есть? Я его видел только на следственных действиях, потому что в СИЗО адвокатам попасть практически невозможно. Причем как? Это надо было спецкостюм, спецочки, перчатки, маска,
на него это все напяливают, и в жаре мы сидим, значит, в духоте, вот во всем этом одеянии. При том, что у него в Крыму осталась семья, у него 3 малолетних детей, дочка родилась, когда его уже взяли. О, Господи. Да, и главный вопрос у него был, когда я его видел последний раз, вот у нас на следующей неделе как раз будет по нему суд, продление меры пресечения мы обжалуем. Когда будет обмен? Вот все, кто там Да, находится... понятно, все же никакое Вопрос, правосудие-то когда не верят. Не верят тем абсолютно. больше, Все да. понимают, что эти решения выносятся потоковым, А вот, да, ну, конвейерным а ты методом. знаешь вот хотя бы приблизительный ответ на этот вопрос? Потому что последний обмен был вот когда он был последний, я уже забыл, честно Последний, говоря. если мы говорим о политзеках, это Да. был сентябрь, когда освободили моряков, Да. освободили еще 11 человек, Балуха, Сенцова, Да. одного крымского татарина. Да, Эдема Эдема Бекирова. Бекирова. То есть это почти скоро год будет, да, уже? Скоро год. Кремль после И этого... с того момента, ну, честно говоря, у меня ощущение, что переговоры, которые велись по этому треку, они просто затормозились. Мгм. Они затормозились. Я знаю, что переговоры вел Ермак, Мгм. Андрей Ермак. В какой они стадии, как это происходит, они происходили все кулуарно, с закрытыми дверями. То есть общественность не знала. Не, ну так обычно же и бывает. Это по этим замечательно, делам, да. Но сейчас и родственники политзаключенных, и сами политзаключенные задают резонный вопрос. А когда вообще ведется ли это А из-за чего? переговорное? Вот у тебя версия есть, из-за чего остановился? Из-за того, что какие-то политические требования начала выдвигать Москва невыполнимые? Ну, я бы не хотел гадать на кофейной гуще. Мгм. То есть, наверное, лучше этот вопрос адресовать в офис президента. Ну, понятно. Да, если они там этим занимаются, ну, у меня большая просьба. Если офис президента кто-то смотрит, пожалуйста, активизируйте эти процессы переговорные, потому что люди, которые находятся, граждане Украины, политзаключенные, их семьи, они очень на вас надеются, что вы сможете добиться для них свободы. Вот. А я, если можно, повторю то, за что меня, собственно, осуждают в России заочно за терроризм, да, к нашим органам правоохранительным. Давайте пополнять наши фонды обменные. У нас очень много тут предателей, всяких товарищей, которых можно и нужно обезвреживать. Ну, вы лучше меня это знаете. Вот сидит адвокат со мной, который в лица смотрит этих людей, которые ждут обмена, да. Вот, и ваша работа тут критически важна. Я благодарю вас за то, что вы ее ведете, но вот чем больше, тем лучше, потому что людей много. Более 130 человек в заключении находятся там, да. О, Господи, ну, понятно, в чем смысл, и понятно почему. А, кстати, вот когда меня брали под арест, Заочно. В Басманном суде. да, мне ни адвокат не написали, ничего, не позвонили. Даже вот это формально же они обязаны оповестить. Вот по вам будет суд заочный, там, и так далее, и так далее. Ни слуху, ни духу, ничего. Ну, Я даже не знаю, как фамилии этих людей. верно. Адвокаты. Я честно тебе скажу, что не все адвокаты, да, я буду говорить аккуратно, потому что у нас там профессиональная этика, да, Да, чтобы тебя не исключили из какой-нибудь ну, коллегии, чтобы, да, по формальным каким-то причинам не попытались. Не все адвокаты одинаково полезны, как раньше говорили в рекламе. Да. Не секрет, что многие адвокаты могут сотрудничать со своими процессуальными оппонентами, с правоохранительными органами. Есть понятие «карманные адвокаты». Вот. Ну, скажем так, органы адвокатуры, они говорят, что мы боремся с таким явлением и так далее, и так далее. Я не исключаю, что в твоем случае может быть что-то подобное. Потому что, на мой взгляд, даже если я защищаю человека по назначению заочно, Ну, обязанность надо исполнять формально. да, формально, да, но по-хорошему я должен предпринять все меры для того, чтобы с ним хотя бы заочно связаться и согласовать общую позицию. Ну, понятно. А когда ты просто пришел, отбыл номер для галочки, ну, это... Ну ничего, мы будем собирать кейсы для Европейского суда по правам человека, и эта заслуга тоже туда пойдет, как образец того, как вершится правосудие в современной России. Ну, в принципе, наверное, в каком-то смысле оно и хуже сталинского, то есть они вообще, им пофигу вообще все или даже формальные процедуры, да. Но так как ты приехал из такой прекрасной в кавычках страны, которая сейчас просто на глазах уже превращается в рейх, я называю это рейхом уже лет там 5-7, вот. Какие сейчас там настроения, что происходит? Ходил ли ты на этот референдум по изменениям в Конституцию, где написано, что семья — это мужчина и женщина, чтобы не забывали. Мало кто забудет, да? Что, но главное написано, что Путин должен править вечно. Да? Да, обнулиться по срокам. Но это действительно, наверное, в блеклой российской политической жизни такое яркое явление, потому что на фоне
коронавируса, все затихли, все были по домам запрятаны, запрещали выходить, и люди как бы соскучились по движению. И вся эта история началась еще зимой. Коронавирус немного планы Путина спутал, потому что он хотел и 9 мая провести, и сразу, значит, все эти голосования по Конституции. Понятно, что для них крайне важно было сделать дальнейшее правление Путина неограниченным по срокам. Да, то есть они сначала увеличивали продолжительность его каденции, да, а потом они вот сейчас обнулили, он может быть несколько раз еще, как заново родившийся президент. Да. Вот. Второй существенный момент – это территория. То есть они там прописали, что Крым наш навсегда. Знаешь, когда вор что-то крадет, да, он всегда повторяет: это мое, это мое, это мое, да. То есть было твое, ты бы не повторял. Такая мантра. Да. Но для чего это сделано? Чтобы, если кто-то там санкции за Крым вводит или что-то, они говорили: а нет, мы бы и с радостью, но Конституция не позволяет, извините. Да? Третий существенный момент – это отказ от приоритета норм международного права. Окончательно закреплен уже на уровне Конституции. На уровне Конституции. То есть де-факто это существовало. Да? Было постановление Конституционного суда. 3, что ли, назад, да. я не знаю. Но сейчас они закрепляют уже де-юре. И главная, скажем так, история с этим голосованием, она заключается в том, что это такой театр для одного зрителя. Потому что формально, ну, скажем так, изменения в Конституцию, они внесены неконституционным путем. Ну, кто бы сомневался. Да? Потому что если действительно проводить изменения в Конституцию, нужно собирать конституционное собрание, там у них же, да, понаписано. Обсуждать это все, проект, выносить на референдум. А они сделали как? Они стыдливо придумали закон, по которому назвали это голосованием. То есть это не референдум, это отдельная процедура. Голосование. Вот. По сути, это плебисцит в форме вынесения вотума доверия Путину на его дальнейшее правление любым способом, которым он пожелает. Ну да, то есть это не обязывающий юридический акт. Абсолютно. Потому что, ну, скажем так, частично процедура была соблюдена, когда 2/3 голосов проголосовали региональные парламенты. Вот когда они проголосовали, уже все поправки были приняты, и уже отпечатали новые брошюры, вот эти вот Конституцию, новые издания. Это еще весной было. Заранее. Да. Заранее. А я, кстати, хочу доложить. Вот знаете, как успешно блок коммунистов беспартийных, кто жил при СССР, знает, как голосование проходило там и так далее. Вот результаты, да. Они немножко отстают от советских, но имеют ту же самую, в принципе, тенденцию. Объявлены результаты голосования по поправкам Конституции после обработки уже 100% протоколов. Молодцы, считать научились. По данным Центральной избирательной комиссии, за поправки проголосовали 77,92% россиян. Бурные продолжительные аплодисменты. 21,27% проголосовали против. Враги народа и просто предатели Родины, я вам честно скажу. Анекдот сегодня хороший был. Это с 1 июля, там, с какого-то числа, те, кто голосовал за поправки, вселяются в квартиры тех, кто голосовал против. Прекрасно, прекрасно. Да, как при Сталине написал доносы, зашел в квартиру соседа, так сказать, вот, как в свое законное. Ну, на самом деле... Ну, они же с крымскими татарами в 44-м поступили ровно так же в Крым. Да, ну вот, да, 21%. То есть 5-я часть все-таки не хочет вечного Путина. Россиян, по данным официальным, подчеркиваем. Жители большинства российских регионов выступили за внесение изменений в основной закон. Исключением стал, теперь, внимание, Ненецкий автономный округ, где против проголосовали 54,57% граждан. Негативно поправки оценили также россияне, находящиеся в Нью-Йорке, Берлине и Вене. Значит, 4 региона, значит, Берлин Путину взять не удалось, да? Значит, так же, как и с Веной возникли проблемы, да, как-то по Вене не пошло все это дело. Вот. Ну и Нью-Йорк, что для меня удивительно, Брайтон-Бич такой вроде как тоскующий по СССР, но, видимо, есть и там... Коронавирус внес свои поправки. Черный юмор Николая Полозова потрясающий, да. Вполне возможно, кстати, да, имею в виду Нью-Йорк. Ну и отдельное спасибо ненецкому народу, это северный народ,
к сожалению, живущий в пределах нынешнего российского государства, которое, я надеюсь, уверенно обретет свободу и независимость, народ, с земель которого Россия получает наибольшее количество нефти, газа и так далее. Народ, который угнетен, подавлен, который совершенно там низведен до нескольких десятков тысяч людей. Но вот это в этом формальном даже Ненецком автономном округе вот такие дела. А я там, в общем, с ненцами знаком был и очень уважаю этих людей. Это оленеводы, кочевые или оседлые. Вот, и они очень не любят россиян в целом, так сказать, и Россию в частности. Так что вот я не сомневаюсь, что это голосование в Ненецком автономном округе это предвестник будущего раскола. Россия так маленькая, но это так шучу, конечно, с одной стороны, а с другой стороны, ну вот Ну, я, кстати, да. объясню, почему именно в этом регионе они, имею в виду власти России, сейчас заняты проектом по объединению Ненецкого автономного округа с Архангельской областью. А жители округа не очень этого хотят. Они не очень хотят, потому что Архангельская область бедная и разоренная, А Ненецкий у них округ, как да. бы, ну, какое-то что-то оседает от этой нефти, да, и хотят вот это все размазать таким вот слоем, еще раз отнять у них их ресурс. Ну, то есть, смотри, во-первых, немцев и так формальная вот эта, как бы, номинальная автономия, да? А тут хотят их в область включить на правах оленей просто уже там на уровне. Районов отдельных и все. Но, возвращаясь к твоему вопросу, я участие в вакханалии вот этого обнулебесия, участия не принимал никакого. Это моя была абсолютно четкая позиция. Были дискуссии, кто-то говорил, нет, надо обязательно сходить и сказать против. Да? Кто-то говорил, нет, бойкот. Я придерживался позиции бойкота. Я считаю, что, как в свое время сказали классики, что в наше время добродетель не героизм, в наше время добродетель не участие в подлости. И вот, Не расстреливают же пока, правда? Вроде пока нет. За то, что ты хотя бы не участвуешь. Да. В этом, да? Поэтому я бойкотировал абсолютно. Я писал об этом в Фейсбуке публично и в других социальных сетях, что участвовать в заведомо нелегитимной процедуре означает ее легитимизация посредством своего вовлечения в это все. Слушай, Коля, у меня личный вопрос к тебе. Вот скажи украинским зрителям, вот как ты там живешь? Вот тебя же в лицо, наверное, ну, может быть, в Украине тебя даже больше знают, чем там, но все равно, да, ну, какой-то круг, где-то там соседи какие-то, да, в магазине видят, там еще где-то, еще. Вот Роман Цымбалюк вообще предпочитает особенно не перемещаться по Москве, ну, на всякий случай, да? Вот, а как ты общаешься с населением? Вот тебе высказывают, что ты продался бандеровцам, там, что ты там враг России. Бывают такие случаи? Ты знаешь, я, в принципе, достаточно нелюдимый человек. Да ладно. Да, и предпочитаю какие-то... Нелюдимый это не люди не любишь. Ну, да, предпочитаю, скажем так, максимально снижать уровень контакта с окружающей реальностью, с окружающими там, с госорганами, с соседями, оставаясь только как бы в профессиональном смысле, вовлеченным в это все. Плюс, ну, коронавирус на руку, потому что как только это все началось, оно в Москве выстрелило очень сильно. В Москве, по официальным данным, 200 тысяч заболевших. У меня мама болела коронавирусом. Да, к счастью. Ну, к счастью, да, все с ней в порядке. Вот, поэтому я семью вывез на дачу. Вот, и вот уже 4-й месяц в окружении лесов, полей, то река есть, козы у соседей есть, они ходят. Вот, это лучшее, скажем так, окружение, которое есть. Кто-то, может быть, да, считает, что он связался с бандеровцами и так далее. Да, плевать хотел на их мнение. Но тебе вот так не подходили, никогда ничего не рассказывали? Нет, не подходили, не высказывали. А наоборот, кто-то поддерживает тебя из россиян? Есть люди, которые поддерживают, ну, в социальных сетях, да, которые как бы, они, ну, я не говорю как бы о крымских татарах, а о том, что понятно, происходит да. в Крыму, да, это совершенно понятно. Вот. В самой России, да, есть люди, которые как бы считают, что я делаю правильное какое-то дело, но, опять-таки, этих людей абсолютное меньшинство. Их становится все меньше, потому что чувство выученной беспомощности, люди понимают, что Путина можно только пережить. Люди не готовы взять коктейли, взять покрышки, отстаивать свободу. Они не умеют, не хотят, боятся. Ну и значит страшно еще, когда большинству это не нужно.
Потому что вот Большинству эти, нужен да. Путин. Но вот этот результат, он более-менее отражает действительно. Он говорит, там нарисованный, ну, конечно, там в Чечне 97%, где-то еще, но Нет, в они целом. нарисовали, это очевидно совершенно, но надо понимать, что больше половины населения России, оно поддерживает, оно жаждет такого правителя. Не Путин, скажем так, управляет этим всем, он был продуцирован внутренним запросом. Мгм. Они создали его. И был бы там не Владимир Владимирович Путин, а Иван Иванович Иванов, он был бы примерно таким же. Мгм. Потому что это внутренняя потребность российского народа. А вот накал патриотизма не снижается? Все-таки ты же там жил все это время, аннексия Крыма, сейчас больше, меньше, или Путин опять вдохновил их на какие-то новые свершения? Ну, скажем так, здесь такая градация. Чем дальше вглубь, Мгм. тем люди менее состоятельные и более невежественные. Мгм. И уровень поддержки власти у таких людей существенно выше. Отсутствует критическое мышление. Они не связывают, значит, то, что они живут в дерьме вот возле этих сортиров, да, с тем, что делает центральная власть. У них нету такой взаимосвязи. Они верят телевизору. И таких людей, к сожалению, очень много. А у другой части общества, у них, да, есть, конечно, понимание, что, да, Крым наш, он привел к последствиям, что это все как бы счастливая звезда Путина закатилась, которая была там в начале нулевых, когда была надежда, что Россия воспрянет, встанет с колен и так далее, и так далее. Но они не чувствуют в себе возможностей и сил для того, чтобы что-то этому противопоставить, кроме жалобных постов в социальных сетях. Они не готовы к этому. И власть это устраивает абсолютно. Ну да, либо ты активно поддерживаешь, либо сидишь тихо на Да, попе. если есть единицы, которые открыто выступают против, которые жестко поступают, как Стамахин, например, Мгм. да, их просто задавливают, выдавливают, уничтожают, убивают, то есть таким образом. Я хочу сказать, что у нас есть звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире. Пожалуйста, говорите, кто вы, откуда. Выключите, пожалуйста, звук телевизора и задавайте вопрос Николаю Полозову. Не слышно ничего. Алло. Да-да-да, громче, пожалуйста, говорите. Добрый день, я Сергей из Харькова. Вот я позавчера приехал из Крыма, я вступал в право наследства. Мгм. Ну, у меня просто умер отец в Евпатории, и как бы я вступал в право наследства, там юрист работает. Я могу сказать по Заозерке, слушайте, ну там дофига людей было, которые голосовали за Путина и вообще как бы по Евпатории. Причем у меня есть такая возможность общаться с крымскими татарами. Вот по студенческим годам у меня была там Зарема, ну, Таниой. А вы нам Была хотите там рассказать, еще- что крымские татары Путина поддерживают, да? Слушайте, да. Нет, Да, я да, до ничего не хочу свидания, сказать, до но я это свидания, видел, до но- свидания. Вот это понятно, что за ватник там. Но в Крыму делал. ситуация какая? 6 лет туда завозили людей с материка, Конечно, для них это путинский режим, это то, почему они там. в да, принципе. размывая тот состав, да, этнический состав, демографический состав, который был на момент оккупации. И туда завезли кучу ватников, помимо тех, которые там местные имелись, да. И сейчас они пытаются формировать картину, да, такую, что вот, пожалуйста, мы все за Путина здесь, в Крыму. Да, есть кучка недовольных, но как бы они, где их нету. Мгм. Вот. Поэтому, на мой взгляд, подавляющее большинство крымских татар бойкотировало это голосование по Конституции, так же, как бойкотировало предыдущие все выборы, У меня начиная вопрос с просто, 2014 зачем оно года. нам надо вообще, в принципе, за них голосовать? Или даже против них? И я, в принципе, сталкиваюсь в фейсбуках, там пишут люди такого троллевского склада, что вот, а вот крымские татары тоже поддерживают Путина. С какой стати нам поддерживать Путина? Он нам, в общем, всю жизнь переломал, разрушил многое, что у нас было. Вот. И, в принципе, ну, 240 лет оккупации. Так что гражданин из Харькова поехал туда свою недвижимость оформлять. Вот, я, конечно, его с этим поздравляю. Но про крымских татар нам тут рассказывать не нужно. У нас самих есть там родственники, друзья, и Коля знает прекрасно наших людей. Там есть какая-то группа коллаборантов, очень смешных, на мой взгляд.
Ну, это же яркая история была вот с этой трубой и чеченцами, когда Ой, расскажи, да, коллаборант, расскажи. как же его, Деливер Сейтумеров, по-моему. Это какой-то вице-мэр Ялты или советники там мэра Ялты? Да, пошел, он работал, он был начальником какого-то троллейбусного парка сначала, вот, и он сразу по этой линии пошел. И о нем я узнал, когда защищал Ахтема Чайгоза, он был свидетелем на стадии предварительного так он следствия. использованный еще тогда. То есть Да, ему дали в да. награду какой-то постик там Да. за то, что он клеветал на Он клеветал своего... на Ахтема Чайгоза. Да. На суд он, кстати, постеснялся прийти. Да что такое? Да, но на следствии был. И вот буквально, когда месяц назад или несколько недель, история, что в Ялте какие-то заезжие чеченцы, которых приехало много достаточно. Ну, понимаем, кто это. Кадыровцы. Это не те чеченцы, которые Нет, защищают нет, независимость нет. Украины. Это кадыровцы, которые приехали в оккупированную часть на свои новые владения. Они, значит, по беспределу как-то там катались, громко ездили по дворам на машинах и так далее. Он им сделал замечание. Вот. И они его за это огрели трубой по голове. И по этому поводу я даже пост написал, что вот, пожалуйста, бессердечная карма русского мира, ты вот ждал, что будет так, а приехали чеченцы с трубой. Но что самое любопытное, значит, этот пострадавший чиновник не стал обращаться в правоохранительные органы. Он обратился в шариатский суд. Куда? В шариатский суд, который... Рассказываю историю. Значит, в Чечне, в нынешней Чечне кадыровской, помимо как бы органов государственной власти, Есть шариатские суды, есть такие, шариатские ну, якобы суды, шариатские. разрешенные. Да, Разрешенные, формальные. Понятно, да. что руководит там далеко не наместник Аллаха, формальный или неформальный, а сам, так сказать. Вот. Сейчас они насаждают эту историю среди мусульман Крыма, что вот эти вот шариатские кади, судьи, Мгм. приезжают, они как бы рассматривают эти споры. Вот я не знал. И что это самое делать. любопытное, эти чеченцы, ну, были сообщения, что они после этого шариатского суда извинились перед ним. При том, что, ну, насколько я понимаю, нормы шариата, там такое как бы не предусмотрено, что вот ты пришел, дал трубой по голове, потом извинился, и все окей. То есть это такой специфический шариатский суд в такой в российском Так, представлении. подожди, так он судился с ними в Чечне, что ли? Нет, По шариату? они в Крыму это уже А устраивают. вот так, выездной Они в Крыму шариат чеченский. формируют органы шариатского суда среди мусульман. Ну, это же понятно, все это по лекалам Чечни. Вот, Да, по кадыровские лекалам делают. Чечни. А. Вот. И они насаждают это среди мусульман, что зачем вы будете как бы по таким вопросам даже обращаться там, в оккупационную администрацию и отстаивать свои права. Вот. Приходите, кади вас рассудит, и все будет хорошо. То есть абсолютное такое эрзац, да, вот этой вот нормальной жизни, нормального существования. Я не знал, вот это правда, даже не слышал, и в СМИ не читал, что оказывается вот так, да? Да. Ну, то есть, короче, ребята, коллаборанты, делайте замечания людям бандитской внешности, обязательно получайте трубой по голове. Можно и не по голове, можно и в другую часть тела, а можно и не трубой, и вообще как угодно, да? А потом приедет какой-нибудь ученик шариатского, в кавычках, суда от Рамзана Ахматовича Кадырова, и вас рассудит. И перед вами обязательно извиняться. Возможно, посмертно. Не знаю, предусмотрена такая норма шариатским правосудием Чеченской Республики в составе Российской Федерации. Это, конечно, тоже все тоже в кавычках, да? Блеск. Да. То есть, как бы, жизнь, она преподносит такие сюжеты, которые, ну, даже выдумать достаточно сложно. Вот. Ну, и на фоне, как бы, всего этого голосования, то есть, ну, наверняка ты видел фотографии, где там они на пеньках, в багажниках авто, на рыбных прилавках, на рынках. Как это? Подожди. А там же нумерация, прописка же у них там. Так я же говорю, они под это голосование придумали специальный закон. Голосуй описывающий где процедуру, угодно, да? Коронавирус. То есть нельзя собираться в помещениях, давайте мы на свежем воздухе, на детских площадках и так далее. Естественно, контроля и учета никакого. Да не как-то это странно. Надо было в пивных проводить вот это там. У пивных проводили. Тоже, да? Рядом, То да. есть выпил кружечку, И вперед. проголосовал за фюрера и пошел дальше. Да. Прекрасно. Да. Кружка, пиво, фюрер. Это... И еще одно нововведение, что голосование не один день, как это Да, везде. я знаю, 2 недели, да? Неделю.
Неделю, да. Неделю, вот, и они еще хвалятся, мы в Москве и Нижегородской области провели электронное голосование. То есть можно было, они сначала... Электронно это июня- как, в розетку палец суешь? Нет, ну там есть такое приложение госуслуги, О, Господи. да, ну ты там регистрируешься. Государевы услуги. Да, да, Мгм. и можешь услугу государю сделать, проголосовать. Слушай, тут мы с Павлом Климкиным буквально вчера разговаривали. Блестящее было интервью. Всем советую пересмотреть. У нас в Ютьюбе, в Facebook. Подписывайтесь на наш Facebook, на наш YouTube, канал АТР. Вчера был очень хороший гость. Но он довольно часто бывал. У нас еще в статусе министра иностранных дел. Но вчера было совершенно потрясающее интервью. Тоже в Prime, вот как и сейчас. И там... значит, Павел Климкин сказал, что он несколько раз повторил, как бы, что вот Путин хочет построить даже не вот нынешнюю какую-то там Россию, он хочет великую именно Россию, он об этом все время говорит. Это же звучит везде, что Россия великая и так далее. Я говорю, Павел, а может быть эта страна новая, вот эта другая, которую он мрит, там, что там будет пол Казахстана, там Балтия, там вся Украина и так далее. Может, он и назовут ее прям великой Россией, себя великороссами, например, допустим, Путина государем. Великая Россия имени Владимира Владимировича Путина, мне кажется, звучит. В Р И В П. Да. ВРИП. В ВРИП. По-моему... На грипп похоже, на яд- хрип похоже, на ядерный. ядерный грипп похоже. Нет, как думаешь, а правда, вот ведь действительно, ну что такое Российская Федерация? Это какое-то упырство какое-то, да? Это не империя, не Советский Союз, а империя как-то это старомодно, это повторение пройденного каких-то, ну, не знаю, может что-то новое действительно. Есть там идеи, звучат какие-то Ну, такие? видишь, какая штука. Держава там. какая-то Новое это надо что-то делать. великая. А гордиться это можно ничего не делать и получать от этого удовольствие. Нет, придумать себе новый статус там, я не знаю. Вот они придумали шариатские суды в российском Нет, исполнении. креатив будет неизбежно. То есть, если человек себе простраивает еще несколько сроков до 2036 года, а на дворе только 2020, Фантазии можно разгуляться. слушай, сколько угодно. еще столько же практически можно сидеть, сколько уже отсидел. А за 20 лет, которые он сидел, он уже наворотил на 50 лет вперед. Да, то есть, если не на больше. Поэтому я думаю, что весь этот маразм, он будет только усугубляться. Все эти негативные процессы, которые присутствуют, они будут усиливаться. В конечном счете история показывает, что подобные режимы, они неизбежно приходят к краху. Неизбежно. Но крах может быть разный. Может быть Разный? крах, как Франко, да, в своей банке. Да. Может быть крах, как, допустим, Пиночета, да, его режима там в Чили. Опять же, без выхода за пределы, так сказать, А заповедника. может забрызгать и Вот. соседей. И смотри, мы тут тоже с Климкиным анализировали. Он, в отличие от многих, внимательно изучил текст этих 906 поправок. Ну, понятно, что про семью из двух разнополых особей это все ерунда. А там есть еще сущностные вещи. Там какие-то федерально управляемые территории за пределами вот, нынешней РФ, да. Это защита соотечественников там за рубежом и так далее. То есть это, в принципе, такая индульгенция на все виды агрессивных действий Экспансия. за пределами. Да. Да. Вот насколько, по твоим ощущениям, этот режим, во-первых, сам по себе может на такое решиться, понятно, что первая мишень Украина, но далее там везде, да? И насколько отчаянно будет поддерживать и воевать за это великий, так сказать, русский народ, да? У тебя вот где-то примерно минута на ответ по ощущениям твоим. Когда закончилась Первая Пуническая война, и Между Карфагеном и Римом. римляне раздолбали Карфаген, карфагеняне пришли, покаялись, и великодушные римляне их простили. Вторая война началась после того, как на территории нынешней Испании, в своих владениях, карфагеняне нашли дешевое серебро в рудниках. Угу. И этот ресурс позволил им собрать войско и снова напасть. Вот пока существует ресурсная база, пока Запад позволяет эту ресурсную базу использовать, эта экспансия, она никуда не уйдет, а это будет постоянная угроза. Как только будут сокращены вот до минимума все возможности, вот будут держать в голодном теле, все забудут о величии, все захотят просто нормально поесть, существовать. да? Ну и Да. очень короткий. А идеологически Путин и большинство населения готовы к внешней войне? Шапка закидательства – это, ну, скажем так, яркая черта российской истории российского существа. Вот. Когда доходит до дела... Мы не про результаты, а про намерение. Вот такое желание, там, расширить есть. территорию. Желание есть, это топливо для удержания режима личной власти. Вот такой сегодня у нас мощный эфир с Николаем Полозовым, человеком, который не только адвокат, но и блестящий интеллектуал, аналитик, и человек, которого тоже стоит читать и в Фейсбуке, везде.
но про то, что с него будут писать учебники из его коллег по юриспруденции, по адвокатуре, я в этом совершенно не сомневаюсь. Кстати, можно уже начинать. А книга Николая Полозова в продаже находится уже, да? Или нет? В стадии презентации, коронавирус всё испортил. Да. Ну ничего, это мы дополнительно оповестим в нашем ЖЭКе объявлением. Вот, и пригласим всех. Спасибо большое, кто смотрел. Смотрите АТР и дальше. Это очень неплохое времяпровождение с толком, с умом, с расстановкой. Слава Украине и крымским татарам. До встречи.